Меры по ослаблению кризисной ситуации в Якутии приняты. Об этом сегодня заявил глава республики Егор Борисов во время пресс-конференции. Встреча главы с журналистами длилась чуть более 2 часов. Илдархан ответил на ряд актуальных для населения вопросов. Подробнее Георгий Сергеев. По традиции Егор Борисов начал пресс-конференцию с информацией об общей экономической ситуации в республике. В частности, он отметил, что экономический кризис не повлиял на Якутию, как ожидалось. Руководство региона приняло меры по смягчению последствий кризиса. Тем не менее, ситуация не столь радужна. Зарплата хоть и стала выше прошлогоднего показателя на 8%, но возрастающая инфляция обогнала эти показатели. И глава отметил, что будут устранять эту разницу, а также принимать меры по снижению темпа инфляции. Журналисты задавали вопросы в течение 2 часов. Поступали самые разные, но в основном те, которые беспокоят якутян сегодня. Сегодня Якутия готовится к сезону паводков и лесных пожаров. Сейчас следим за ситуацией. Сегодня ледоход идет под городом Ленском. В более спокойной обстановке. Пока не предвидится никаких экстренных случаев. Хотя прогнозные места, где могут образоваться заторы, нам уже известны. И карауление уже проводится. Конечно, без внимания не остался проект территории опережающего развития. Напомним, на прошлой неделе Якутия защитила проект Кангаласы. Несколько этапов будут создаваться этот ТСР. Во-первых, там будут заниматься иностранные компании, китайские, которые будут перерабатывать черный металл, будет создавать производство строительных материалов. Потом наши ребята будут заниматься производством красок, производством определенного электрического оборудования. До празднования великой даты, 70-летия Победы, остались считанные дни. И ответ на вопрос, все ли ветераны получили поддержку, обещанную к юбилею, интересовал многих. Главная задача была улучшение жилищных условий. Все эти задачи выполнены. Сегодня оставалось на 1 января 2015 года 19 человек, как бы вновь заявленные. Мы на них приняли решение за счет республики. Это 19 человек сегодня получили эти финансовые ресурсы для улучшения жилищных условий до 9 мая. Отметим, что во время пресс-конференции ни один вопрос не остался без ответа. Полную версию встречи главы республики с журналистами смотрите на днях на нашем канале. Георгий Сергеев, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.